Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркели. Сегодня вторник, 23 января, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делиться этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях экс-депутат Народного собрания Сергей Чернев. С ним мы поговорим о политической ситуации в Гагаузии и о том, собирается ли исполком возмещать НДС экономическим агентам из автономии. Во второй части выпуска мы поговорим с экс-депутатом Народного собрания и бывшей главой телерадиокомпании ГРТ Екатериной Жековой о ситуации, которая сложилась на региональном общественном телерадиовещателе. В третьей части выпуска мы поговорим с экспертом в области энергетики Сергеем Тефлатом о ситуации на газовом рынке Республики Молдова. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась в Гагаузии. Вы знаете, что вступил в силу закон, принятый парламентом, касающийся НДС для предприятий из Гагаузии. И уже предприятия из Гагаузии почувствовали первый эффект. То есть, насколько мы понимаем, им НДС не возмещается, должен возмещаться из регионального бюджета. Заявки на возмещение уже направляются, но экономические агенты НДС не получают к возмещению. Это вызвало определенные дискуссии. И вообще, что происходит, как чувствует себя с политической точки зрения местная власть, которая целиком и полностью под Илоном Шором. Я предлагаю поговорить с нашим гостем. У нас в студии Сергей Афанасьевич Чернев. Сергей Афанасьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Депутат нескольких созывов Народного собрания. Также работал в качестве члена исполнительного комитета. Председатель Вулканевского района Кишинев Чернев. Вот Константинов и Гуцул обратились в международное сообщество с просьбой международным партнерам, с просьбой помочь финансово для того, чтобы решить этот вопрос с НДС. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как оцениваю, Михаил, благодаря Константинову и Гуцул Гагаузия стала в полной изоляции. И когда они обращаются к каким-то международным партнерам, тут надо чуть-чуть поискать корень зла, как бы в предыдущей ситуации, что получилось. Знаете, как у нас получилось? Вот был у нас, мы говорим, что с нами никто не говорит. Мы сами вышли из парламентской комиссии, которая сегодня был диалог между Кишиневым и как бы Гагаузией. Была у нас президент. Приглашали президенту. Что устроили наши депутаты? Публичную порку, и каждый соревновался, кто более изощренно оскорбит президента. Так же было. Вот так. Плюс у нас получалось, вот знаете как, вот последнее время я смотрю на заявления некоторых наших депутатов, некоторых наших политиков, идет призыв только об одном, чтобы объединиться всем вместе, чтобы скинуть власть, которая действует сегодня в Кишиневе. Даже вот недавние выступления на ГРТ были, вот я смотрел там. Леонид Кися и Николай Дудов, которые раз 5-6 подводили к этому сегодня телезрителей, чтобы мы должны объединиться только для скидывания власти. И кто с нами, какие партнеры будут с нами говорить. Я посмотрел их, вот это обращение чуть-чуть, я зачитаю, вот тут у меня как бы оно есть. Я только концовку его зачитаю, чтобы было понятно жителям. Так, это обращение, которое подписали Гуцул? Да, подписали Гуцул с Константиновым. Я только парламент законом направлен на ущемление полномочий и интересов Гагаузии и его экономического удушения. Падение, как бы получается, уровня жизни населения, закрытие социальных программ и, как следствие, создание напряженности и нестабильности в Гагаузии, способных привести к непредсказуемым последствиям. Это Константинов и Гуцул? Да, Константинов и Гуцул вот это, сделали вот это заявление. Тут нету сегодня договора с, как бы, с внешними партнерами, с центральными. Это сегодня прямая поставка ультиматума центральным властям. Сегодня Кишинев. Почему это сегодня творится? Вот знаете как, такого поражения, как в Гагаузии, Шор еще не потерпел. Вот так получилось так, что вот они хотели сегодня выиграть все примарские выборы, потом сделать, опираясь на примарский корпус,
сделать сегодня заявление, которое было бы сегодня, в этом декабре, 9 декабря, по-моему, они хотели сделать съезд депутатов всех уровней, Курултай, и в связи с этим сделать заявление на всю страну, вплоть до того, чтобы сегодня Кишинев с нами считался, вплоть до того, что они хотели объявить, опять вернуться к Гагаузской республике, которая у нас была, с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Это откуда у вас такая информация? У меня информация с прямых источников, которые находятся в Народном собрании, которые находятся в исполкоме. Вот так. И вот сегодня не было задачи как бы с центральными властями налаживать диалог или с внешними партнерами. Сегодня это просто шантаж и выкручивание рук Кишиневу с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Если мы посмотрим вглубь вот этой проблемы, то сегодня в стране началась операция по захвату власти в стране. И если она вчера была в Гагаузии, Гагаузия это был первый этап захвата власти в стране, который потом плавно перейдет на президентские выборы и на парламентские выборы. Это было начало вот этой операции. И сегодня первый этап ее прошел, потихонечку мы подходим ко второму этапу. И следствие того вот этих заявлений, которые сегодня они делают, они просто делают под собой основу для будущего, что сказать, мы пытались договориться, но с нами никто не хотел говорить. Вот почему сегодня они сделали вот это заявление. Хорошо, вот эта передача, которую вы упомянули, Дудоглу с Леонидом Кюча. Дудоглу уже неоднократно повторяет о том, что вот якобы, это и не только он, да, то есть это целенаправленная политика по угнетению Гагаузии, дискриминация Гагаузии, и все началось якобы с того самого приезда президента Майя Санду, когда они встречались в Народном собрании в 2022 году, да, и что якобы поставлена перед собой цель отомстить Гагаузии за то, что не проголосовали за Майю Санду. Вот насколько, с вашей точки зрения, оправдан этот нарратив? Этот нарратив не оправдан. Знаете, как не было бы Майи Санду, был бы какой-то другой президент, то же самое бы было. Почему? Потому что поставлена задача господином Шором дестабилизировать ситуацию в стране через Гагаузию. И сегодня эта задача уже идет полным ходом. Почему? Должны показать сегодня гагаузские власти, что Кишинева не надо бояться, и сегодня можно эту власть свергнуть. Вот в чем идет сегодня основная задача. То есть сигнал за пределы Гагаузии? Это сигнал за пределы Гагаузии для всей страны. Что сегодня... Бояться не надо, ребята? Да, бояться не надо. Вот посмотрите, что мы Гагаузии делаем, и посмотрите, что можно сделать с этой властью. Вот я вот это как бы вижу в этой данной ситуации. Усматриваю. Хорошо, а тогда НДС, их не беспокоит, что гагаузские предприятия не будут получать НДС, я правильно понимаю? Ну, знаете как, вот знаете, НДС, как вам сказать, никого этот НДС не беспокоит. Здесь в Гагаузии? Да, здесь Гагаузии не беспокоит, кроме самих предпринимателей. Сегодня этот НДС не получилось, не получился первый план. То, что они не смогли взять сегодня все примарии, чтобы основываться на примарский корпус. Сегодня они НДС просто оставили для того, чтобы был повод дестабилизировать ситуацию. Вот вам не дают НДС, хотя я даже слышал, вы знаете как, была недавно передача, выступали они, члены исполкома, там Михаил Влах, и говорили о том... Михаил Влах, Дюльга Александр и Лариса Червин. Да. И там прозвучало такая мысль, что сегодня гагаузские предприниматели должны сегодня объединиться и не уходить в Чимишлю. Значит, если они выходят в Чимишлю, значит, в Чимишли НДС платится. Люди же уходят туда, почему? Потому что там платится. То почему его не платят в Гагаузии, я не могу понять. Значит, это специально сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию. Почему? Потому что НДС в дальнейшем, если будут обращаться люди в налоговую, я так понимаю, что налоговая будет арестовывать счета исполкома, и счета будет перечислять деньги, вот этот НДС будет перечислять на счета предпринимателей, которые имеют в зачете этот НДС, то получится, что должны урезать сегодня некоторые социальные программы питания детей, освещенное село, и вот этим опять будет Шор апеллировать, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он не будет говорить, что мы сегодня обязаны это НДС, и платить мы его обязаны, а он будет говорить, что власти, Кишинев, центральные власти сегодня лишили наших детей питания. Хорошо, а они, бизнесмены, вернее, расчет на что? На то, что бизнесмены начнут протесты против Кишинева или просто начнут уезжать? Бизнесмены не начнут протесты против Кишинева. Бизнесмены это сегодня бизнес. Бизнес любит тишину. Они в лучшем случае перейдут
Соседний район. Чемишли, Хынчешта перейдут туда, где вот этих налоговых как бы НДС платится исправно. В худшем случае они будут подавать в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция обязана арестовывать счета и перечислять НДС как бы на счета этих предпринимателей. Вот в чем это. Предприниматели выход из ситуации найдут. Ну, их надо использовать в своем, как бы, своей вот этой афере, их надо использовать в полную меру. То есть тут то есть изначально властям Гагаузии, ну, имеется в виду людям Шора, здесь изначально было все равно, да? Изначально было все равно. Почему? Они сейчас апеллируют, вот я слушал некоторые высказывания господина Константинова, да, который говорит, что они правила игры поменяли во время игры, не надо было их менять, как бы вот этот. И потому они не заложили НДС. Закон, насколько мне известно, был принят в ноябре месяце. Да. Уже бюджет должны были формировать с учетом этого. На 2024 Да, на 2024 год. Плюс у них были свободные остатки, которыми они могли спокойно покрыть НДС этого года. Было все нормально, но... 2023 Да, 2023. Но не было задачи покрывать НДС, задача дестабилизировать ситуацию в стране через Гагаузию. И вот эти вот призывы к патриотизму, это все успокоит. Ну, это где-то около 10 миллиардов лей. Можно НДС заплатить на 100 лет вперед. Угу. Вот если вот какими темпами они идут. Сегодня этих вложений я вижу, что не будет. Это была манна небесная, когда ее обещали предвыборные гонки. Предвыборной гонки обещают все, вот как тот цыганин на свадьбе, когда спрашивает, все, говорит, дают, что обещают. Тот говорит, нет, говорит, обещаем, как бы вот это. И говорит, из меня тогда отара овец. Вот так и получилось у нас в Гагаузии. Обещать обещали, но денег сюда никто влаживать не собирается, тем более такие большие, огромные деньги. Ну, мы просто приносим извинения, Сергей Иванович, извините, у представителей ромского сообщества, да, то есть, которые могут быть, против не имею, которые могут быть оскорблены вот этим анекдотом, да, то есть. Что касается дальнейших действий, гагаузские политики продолжают защищать Илона Шора, несмотря на то, что это очевидно, что он не собирается вкладывать. Почему они продолжают защищать? Тот же Николай Додогла. Мы, кстати, видим уже и социалисты особо не идут против. Хотя там, помните, вот это все выступление в Народном собрании и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное. Знаете, как, Михаил, я скажу, а где вы видите гагаузских политиков? Весь наш политический... Ну, а как их воспринимать, которые выходят? Ну, давайте как бы вот... Весь наш политический бомонд, весь наш превратился в артистов. Тут есть сольные, как бы, эти, как бы, артисты, которые кричат больше всех. Они сегодня кричали, что не было такого беспрецедентного подкупа населения. И на следующий день они начали кричать, что наш Башкан Евгения Гуцул, надо за нее стоять горой, надо защищать интересы Гагаузии. Есть у нас дуэты, которые ходят по 2, по 3 человека, которые считают, что так они дороже продаются. Понимаете? Почему? Потому что ушло 2 голоса или 3 голоса, они апеллируют этим. Есть у нас и хоровые капеллы в виде вот этих фракций, которых продают их хозяева с целым ископом. Вот в чем проблема наших этих. И сегодня мы, когда говорим, что сколько они будут защищать Гагаузию, да сколько они будут платить, они столько Шора, столько они будут защищать как бы Шора. Но получается, они его защищают, как бы защищают интересы Гагаузии. Но если вот разделить, вот отдельно поставить Шора и оставить интересы Гагаузии, то мы увидим, что они сегодня на Гагаузию именно отчекают. Сегодня для них важнее интересы и защита господина Шора. Хорошо, так что, получается, социалисты уже тоже будут поддерживать Шора или что? Ну, потому что, смотрите, судя по последней передаче, я вижу, что да. Дуглас с Леонидом Кучаевым, вы это имеете в виду? Я вижу, что да. И когда мы было... То есть и социалисты уже не будут требовать отставки Константинова? Социалисты сейчас, я думаю, знаете, как будут пытаться сделать переворот в Народном собрании, чтобы устроить своих людей на работу. Отставка Константинова уже никто требовать пока не будет. Почему? Потому что пока он устраивает Шора и делает все, что надо Шору в Народном собрании. Хорошо, а что случилось с социалистами? Ну вот я вам говорил, тогда вот самая большая проблема, вот когда мы говорили, когда социалисты начали в один момент, они стали против Шора, да, то сейчас они делают игру, как бы получается, против Шора, но сегодня они заодно с Шором. Я тогда сказал, самая большая опасность, что социалистам сверху дадут команду туда не лезть, собираться с Шором. Или вторая, самая основная, самая болезненная, то, что для них, это то, что им дадут денег, просто их купят. Я так думаю,
социалисты тоже не дураки местные. Они посмотрели, что там творится, и думают, если Шор зарабатывает, не Шор зарабатывает, Дадон на них зарабатывает, почему и нам не заработать? Без посредников. Да, без посредников. Я думаю, что сработало вот это. Ну, это как бы мои предположения. Ну да, это и делая выводы, ваше оценочное суждение. Делая выводы из той передачи последней, где участвовали наши депутаты. Там, кстати, и еще одного политика особо не затрагивали, не критиковали, этого бывшего Башкана Веринула. Ну, знаете, как по моим сведениям, там некий наш депутат парламента бегает по московским кабинетам и пытаются сделать Ирину Влах единым кандидатом от левых сил. От левых сил. Ну, не знаю, получится у них или не получится. И это они явно показали. Я даже тогда посмотрел, вот ходили вокруг да около. Знаете, как кандидат должен быть независимый, беспартийный. Вы по эту передачу Да, про эту передачу. Тот же Леня Кёсе говорит, у меня есть много претензий, но надо отдать должное, что с ней все говорят. Вот так, знаете, как это говорит о том, что они уже собрали, их собрали вместе. Ну хорошо, они там также говорили очень часто, что нужно объединяться. Дудогла говорил это самое, нужно объединяться. А у меня такой вопрос, что они не объединены разве в этом народном собрании? Ну, знаете, раньше у Шора было 21 депутат в народном собрании, теперь с социалистами их почти все 30, нет? Ну, знаете, как я сказал в прошлой передаче, объединяет их одно – кошелек Шора. Угу. То есть таки случилось? Выходит так. Да. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вот как долго будет продолжаться вот этот нарратив и вот эта вот политика гагаузских, и, опять же, так называемых политиков, постоянно противопоставлять себя Кишиневу. Вот еще один там этот Александр Дюльгер в этой передаче, которую вы упомянули, сказал, что вот мы дойдем до трибуны ООН, выступим на трибуне ООН, если нужно будет Башкан, если председатель Народного собрания, я не знаю, кто их пустит к трибуне ООН, это другой вопрос. Но вот это постоянный нарратив, что нужно объединяться против Кишинева, его, кстати, все толкают. Вот как долго это будет продолжаться? Знаете, как я смотрю на это народное собрание, смотрю на исполком. Вот многие замазаны деньгами Шора. Угу. И вот если взять партию Шора, вот я как бы делаю анализ вот этой ситуации, которая у нас в Гагаузии, эта партия у нас держится чисто на деньгах. Если другие партии держатся на своих единомышленников, собирают под какую-то идеологию, под какие-то демократические нормы, под любовь к стране, под любовь к своему народу, вот так, то здесь все держится на деньгах. И сегодня даже если посмотреть, вот это как бы, оно будет держаться столько времени, сколько будет платить Шор. Как только Шор закончит платить, на этом все и закончится. Даже взять вот эти вот выборы, которые были местные выборы. Несмотря на то, что сняли партию Шор, вот несмотря на то, шанс, даже вторых кандидатов, которые они вытащили, эти кандидаты, если бы деньги не воровали здесь внутри, эти кандидаты бы прошли. Просто деньги украли вот эти посредники между Шором и вот этим народом, который должен был проголосовать. Даже у нас есть такой некий парень, который здесь был в Камрате, который больше всех кричал, бил себя в грудь, его на примара вытаскивали, потом его как бы сняли в этой ситуации. По слухам изнутри, которые я общаюсь с этими людьми, его, говорят, сейчас отодвинули. А отодвинули почему? Потому что он там крысанул более 5 миллионов лей. Угу. Я представляю, что сделали его начальники, кураторы, которые здесь вот, говорили. И тут наши как бы в народе партию Шор называют шориканами. Шориканы это как бы на молдавском мыши, так сказали мне, да? Мыши. Но наши мышки оказались крысами, которые вот обули Шора на вот этих выборах более тоже... Внутри из них говорят более 10 миллионов долларов. Вот просто обули вот на вот этих выборах, которые шли сюда, вот эти местные выборы. И если бы эти деньги дошли до последнего бенефициара, до людей, то Шор бы выиграл полностью бы Гагаузию. То есть получается, что Гагаузия стала предметами площадкой, где такие политики, как Шор, просто и их сторонники пилят деньги. То есть зарабатывание... Нет, Шор вкладывает, а эти просто воруют здесь на месте. Вот эти их сторонники, которые вот большинство... Вкладывает условно, говоря. Да, он вкладывает условно, он хочет, чтобы здесь заиметь вот это. И последние выборы это показали. Последние выборы не были выборами, не было конкурсом идей. Это были конкурс кошельков, у кого больше кошелек. И, естественно, Шор всех перебил деньгами. Вот что получилось. Так что касается противопоставления Кишиневу? Об этом был вопрос. Противопоставление, пока Шор будет платить, столько будет у нас и противопоставление Кишиневу. Ага. Все. Сколько будет Шора хватит денег, столько они будут воевать против Кишинева, наши местные политики. ГРТ. Вы следили наверняка за этой ситуацией, что они размещают контент кишиневского канала, у которого отобрали лицензию, Приму в Молдове, да?
И вот никто не видит в этом проблемы, наблюдательный совет молчит, компания пытается себя защищать, я имею в виду ГРТ. Кто выбирал наблюдательный совет и кто выдвигал туда людей? Господин Константинов. Да. Кто был у нас там председателем этого наблюдательного совета? По-моему, Михаил Влах. Вот они вдвоем продали наше телевидение. И Шор его купил по дешевке. По дешевке. Если вот возьмем вот как бы за основу... Еще и бюджет телевидения, который финансируется. Да, и бюджет телевидения сегодня Шор, если вынужден был сам платить за свое телевидение, сейчас они платят наши гагаузы за это телевидение. И опять возвращаемся к контексту вот этого, чтобы взорвать ситуации. Вот знаете как, чтобы захватить власть в государстве, всегда есть основные постулаты. Это захватывает аэропорты, автостанции, железнодорожный, наземный транспорт, обязательно главпочтамт. И последний, как бы самое основное, надо взять радио и телевидение. Телеграф, радио, почта, радио и телевидение. Вот то, что сделал сегодня вот этот. А основа вся для взрыва ситуации в стране уже готова. И ГРТ, я не удивлюсь, если скоро закроют. Я не удивлюсь. Почему? Потому что ГРТ сегодня будут использовать чисто для дестабилизации в стране. И сегодня ГРТ... они уже, по-моему, начали. Да, они начали. И сегодня ГРТ, имея такой бюджет за счет гагаузских денег, ГРТ превратилась в карманное телевидение Шора. Я не видел там кого-то, чтобы оппозиционный выступал. И даже недавно, когда было, ну как она недавно, где-то полгода, может месяца 3-4 назад, когда человек задавал вопросы, да, госпожа Кара прямо прерывала его в наглую, при этом прикрываясь какой-то... Караман. Прикрываясь какой-то журналистской этикой. Вот то, что было. Сегодня ГРТ захваченное телевидение. Я, конечно, и бюджет телевидения тоже. И бюджет телевидения тоже. И я, конечно, против, чтобы его закрыли, но я не удивлюсь, если это телевидение закроют. Я не удивлюсь. Почему? Потому что это телевидение уже начало работать против устоев государства, которое сегодня в стране. Сергей Афанасьевич, я благодарю, что нашли время, пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Спасибо. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая возникла на ГРТ, общественной телерадиокомпании ГРТ, общественном телерадиовещателе, региональном общественном телерадиовещателе. Мы писали о том, что ГРТ стала ретранслировать продукты, производимые телеканалом «Первый», который лишился лицензии из-за откровенной пропаганды. Насколько это вообще приемлемая и нормальная ситуация сегодня, я предлагаю поговорить с нашим гостем, который у нас в студии, Екатерина Федоровна Жекова. Екатерина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Екатерина Федоровна, 7 лет вы управляли ГРТ, были председателем этой компании, инициировали процесс трансформации от государственного в общественное, как раз тогда был принят закон. Да. И многое из того, что мы видим на ГРТ сегодня, тот же ремонт, и та же сетка передач, и те новшества, которые были внедрены тогда, действуют и сегодня. Ничего нового мы там не видели. Как вы оцениваете ситуацию на ГРТ? Статуса государственная телерадиокомпания была до 2007 года, 29 октября, была утверждена общественная телерадиокомпания. Вот тогда было сложно. Почему? Потому что люди, которые работали и имели опыт работы в государственной телерадиокомпании, государственная компания всегда получала какие-то указания от власти, которая ее финансировала. То статус общественного телевидения как раз предполагал свободную работу общественной телерадиокомпании, при том, что финансирование по-прежнему идет из бюджета. Но бюджет в данном случае, почему общественные телерадиокомпании создавались в Молдове, она была создана раньше, чем у нас в Гагаузии, для того, чтобы это было рупором народа. И если нужно напомнить, я могу напомнить, что слоган, под которыми сегодня работает общественная телерадиокомпания, а тогда мы ее с коллегами, тогда работающими на ГРТ, придумали «Халк ламбеля, бир йолдан гидерс». Для чего это нужно было? Это нужно было для того, чтобы дать и власти понять, и людям понять, что теперь это телевидение, которое будет озвучивать то, что интересно и нужно людям, и будет служить интересам людей. И если заглянуть, в общем-то, в миссию общественных телерадиокомпаний, то они как раз и работают для того, чтобы от имени народа говорить властям, что они не доделывают. Сегодня же, спустя много лет, к сожалению, мы видим, что общественная телерадиокомпания никак не может выйти и стать по-настоящему общественной телерадиокомпанией и продолжает обслуживать интересы власти. Я об этом говорила не раз, говорила в разных студиях.
говорила в интервью для журналистов разных изданий, молдавских и гагаузских. Я очень хотела бы иметь другое мнение, но пока все то, что происходит на ГРТ, меня очень расстраивает. Я не говорю о том, что там нет ничего из того, что должно делать общественное телевидение и радио. Единственное, пожалуй, за что можно было бы не то что похвалить, но отметить, по-прежнему общественная компания является единственной телерадиовещательной редакцией, которая работает на гагаузском языке. Звучание гагаузского языка нигде больше так не звучит, сколько на ГРТ, и слава богу, что это так. Но то, что ГРТ стало местом, где власть реализовывает все свои амбиции, политические какие-то цели, меня это очень расстраивает. Сегодня ГРТ — это рупор власти, и это позорно, и это стыдно. Ну, гагаузский язык вещает только в части эфира, там, по-моему, есть отдельно, но не весь день, да, то есть утром там, по-моему, есть какие-то передачи, которые делают на гагаузском языке, какие-то ток-шоу политические на гагаузском языке, да, но по-прежнему основные ток-шоу пропагандистские они делают на русском языке. Да, это, кстати, тоже очень неверно. И вообще непонятно, что делается с издательской политикой ГРТ, потому что если ток-шоу передачи не могут проходить на гагаузском языке, я не понимаю тогда, для чего мы создали гагаузское радио и телевидение, только для того, чтобы о передачах... Есть передачи, которые, повторюсь, на гагаузском языке делают, но они касаются культуры, традиций, а мы о политике, об экономике мы не будем говорить на гагаузском языке. А был такой период на ГРТ, когда об этом говорили. И мне сегодня не хватает... ГРТ должно было стать таким локомотивом, авангардом, достоянием гагаузского общества. Достоянием, потому что именно отсюда, с эфира этого телеканала и с радио, люди должны были получать самую достоверную, плюралистическую, самую правдивую информацию. Именно ГРТ должно было заниматься и отвечать на такие вопросы вот, в бытность бывшего Башкана. Много говорили о том, а где зерно гуманитарное, которое было. Вы видели или слышали какие-то материалы, чтобы ГРТ делала на эту тему? Расследование нет. какие-то, нет? Расследование. Нет. Почему? Значит, вот этот страх, который испытывают журналисты, мне очень жаль этих ребят, я очень многих знаю на ГРТ. Одновременно с этим, Михаил, я должна сказать, что есть, пусть несколько, да, их очень мало реально, журналистов, которым я испытываю уважение за то, что они делают, но мне очень не хватает, чтобы больше смелости было бы у журналистов, и они брались бы за те темы, за которые они обязаны браться как журналисты общественного телевидения. То есть журналисты ГРТ не поняли, что общественный телеканал обязывает их служить народу через что? Власть надо не хвалить. А журналисты общественного телевидения должны критиковать власть за то, что они не доделают. А откуда они эту критику должны брать? Они должны слышать, чем недовольны люди, и озвучивать это для власти, получать у власти ответы на эти вопросы, и из этого строить свои репортажи, свои сюжеты, свои передачи. Мы же видим напротив, что приглашается власть, исполнительный комитет, либо народное собрание, представители этих двух органов, для того, чтобы дать им эфир, и получается, что журналист просто как модератор. Ну, он таки модератор, но модератор для власти. И вот эта показушность, вот это совсем не для общественного телевидения. Меня это очень расстраивает. Я не вижу силу общественного телевидения. Ну, там такое ощущение, что журналисты в последнее время, люди, которые сидят перед камерой и ведут ток-шоу, они такое ощущение, что даже и подстрекают немножко, да? То есть, ну, я бы сказала, не то, что подстрекают. Вообще печально очень видеть, когда журналист общественного телевидения подсказывает человеку, которого он пригласил в студию, направляет по мысли или помогает, или сочувствует вместе с этим человеком, да? Ну, я не знаю. Ну, это, ребята, ну, мы на это не должны выделять деньги, и у меня большие претензии к наблюдательному совету, который следит за тем, как расходуются финансы. В самом начале вы сказали, Михаил, о том, что общественная телерадиокомпания закупает передачи. Но в этом, может быть, и ничего страшного нет, что, я не знаю, такого механизма в законе нет.
Может быть, я так детально не изучаю деятельность наблюдательного совета, не изучала их положение. Может быть, они каким-то своим положением позволили, я не знаю, возможно ли это вообще юридически, закупать контент у других студий. Но если даже это так случилось, то у меня вопрос. После того, как в общественности стали обсуждать, я посмотрела несколько передач, и я вот хочу сказать, что если общественная телерадиокомпания тратит бюджетные деньги, а бюджетные деньги — это наши с вами деньги налогоплательщиков автономии, если тратит для того, чтобы закупить передачу, которая производится в Кишиневе, кишиневским журналистам, говорящим на румынском, либо на русском языке, я задаюсь вопросом, а у нас что, нет журналистов, которые на русском языке могут делать передачи здесь на ГРТ? Это первый вопрос. Второй вопрос. А почему общественная телерадиокомпания закупает передачи у телевизионных студий, которые работают в Кишиневе, а она не может закупать передачи, которые делают здесь наши журналисты гагаузские? Ну и на основании чего они решили, что нужно у них закупать этот контент? Да, на основании чего — это тоже вопрос. И третий, я посмотрела передачу от 29 декабря, передачу «Де-факто», и я вообще не поняла. Сидит в студии русскоговорящий журналист, который ведет передачу с политиком из прошлого, ладно, может быть, человек вернулся опять в политику. И на протяжении всей передачи ни одного слова о Гагаузии. Но они подводят итоги уходящего 23 года. Почему мы деньги наших налогоплательщиков позволили наблюдательному совету, руководителю компании использовать не по назначению? Потому что в этой передаче о Гагаузии не говорят вовсе. А если преследуется цель какую-то партию пропиарить или помочь действующей власти в Гагаузии еще больше сакцентировать внимание граждан на том, что надо быть возмущенными действиями Кишинева, так не надо использовать наш бюджет. Вы проводите свои мероприятия, если вам это хочется об этом говорить. У нас, у граждан, у жителей автономии есть свои претензии и к власти исполнительной, и к власти в Кишиневе. И люди должны иметь возможность эти претензии свои высказать. Но использовать бюджет общественной телерадиокомпании, закупать эти передачи, мне кажется, с этим надо разобраться. Хорошо, а вот если говорить о том, как это вообще было обставлено, ведь этот канал, о котором речь идет, там, он не просто не из Гагаузии, хотя нигде не запрещено закупать контент у могут закупать, да, не из Гагаузии. Но тут же речь идет о канале, который лишился лицензии из-за своей махровой пропаганды в пользу определенной политической партии, которая недавно была признана неконституционной. Как бы вот это, с моей точки зрения, меня это больше всего смущает. Но меня больше всего смущает, извините, Михаил, меня больше всего смущает то, что законно это или незаконно, первое. Второе, почему у тех, каковы мотивы, почему люди посчитали, что надо тратить бюджет Гагаузии на такую передачу? Почему? У меня вопрос, почему из журналистов, а их много, которые работают в штате общественной телерадиокомпании, нет журналиста, который может делать передачу на русском языке здесь, у нас в студии, в Гагаузии, говорить с нашими людьми, с нашими... Почему не пригласить тех экспертов из Кишинева сюда? То есть какова необходимость, я не понимаю. Нет, я, конечно, понимаю, не надо тут. Я прекрасно понимаю, что это ГРТ захвачено. И захвачено Шором. И вот на этом захваченном телевидении сегодня есть человек, который, я не знаю, смотрящий, как там его называют, который является советником Башкана и осуществляет вот такой контроль над тем, как работает телевидение. И мне думается, что именно поэтому передачи стали закупать вот у тех журналистов, которые, дескать, весомее работают, и они могут больше влиять на жителей Гагаузии и сгустить краски как можно больше. То есть мне кажется, что мало того, что в жизни многое не ладится, и в жизни нашей страны, и в жизни автономии многое не ладится, так еще мы через эфир общественного телевидения и радио еще больше говорим, или надо было, наверное, трудоустроить кого-то, я не знаю, из Кишинева. Хотя я не думаю, что эти журналисты, которые ведут эти передачи, не думаю, что они нуждаются в трудоустройстве. Это самодостаточные, наверное, профессионалы и могут реализовать себя на разных телеканалах.
Мне очень обидно за то, что у журналистов, работающих на общественном телевидении и радио, есть очень много людей, которые понимают и знают, что такое профессия, понимают, что такое общественное телевидение. Но у многих из них не хватает смелости противостоять той цензуре, которая все еще продолжает иметь место быть на ГРТ. И об этом говорят очень многие журналисты, говорят они об этом не с экранов, говорят они об этом в личных беседах. И если при Ирине Влах у нас были черные списки и невозможно было попасть на ГРТ многим депутатам или многим представителям общественности, то сегодня кто будет на ГРТ, определяют люди, которые сидят в исполнительном комитете, которые пересылают пресс-релизы, и так публикуются новости на сайте, то есть дается прямое указание это публиковать, это не публиковать. И об этом говорят журналисты, которые не могут сказать об этом в открытую. Почему сказала, что мне обидно? Мне обидно, что недостаточно смелости у журналистов общественного телевидения. А я хочу отсюда сказать еще раз всем коллегам, которые работают на общественном телевидении, ни у кого другого, ни у одного журналиста, работающего в любом другом частном или еще каком-то СМИ, не может быть столько смелости, сколько у вас, потому что ваша смелость гарантирована статусом общественного телерадиовещания. Почему? Потому что, получая деньги из бюджета Гагаузии, именно журналисты общественного телевидения несут на себе ответственность быть объективными, беспристрастными и честно говорить о той ситуации, которая есть. И больше всего вы должны быть на стороне людей, и вы должны узнавать мнение людей и критиковать власть. Телевидение, которое хвалит власть, это не общественное телевидение. Телевидение, которое, или радио, которое ходит по пятам за властью и освещает все события этой власти, это не общественное телевидение. Общественное телевидение, журналисты общественного телевидения — это люди, которые подвергают жесткой критике, которые доказывают людям, что вот столько-то денег ушло туда, столько-то денег ушло туда, предоставляют информацию о прозрачности принятия решений. А мы этого не видим. Вы говорите, в общественном пространстве много говорят о том, что вот, дескать, имели, не имели права заключать эти контракты с теми журналистами. А есть где-то информация, сколько это стоит? Я такой информации не имею. Кстати, Мы должны иметь такую информацию, согласен, да. Михаил. И вот вы, журналисты, можете... А где... Я попыталась найти, не нашла эту информацию. Сайт наблюдательного совета, есть ли, ведется ли... Там должна быть информация о том, сколько компания тратит, на что она тратит, для чего принимали закон о прозрачности принятия решений. Я помню прекрасно, я руководила этой компанией, я очень хорошо знаю, как я в частности, как руководитель, представляла отчеты наблюдательному совету, и все было доступно, и так и должно быть. Я не говорю о том, что в то время не было ошибок, но ошибки, совершенные в то время, еще можно было понять и простить, и журналистам, и руководству, может быть, потому что было начало создания компании. Но с тех пор прошло очень много времени, и то, что абсолютно все цифры должны быть прозрачны, об этом уже говорить не надо, это надо просто делать. Ну, кстати, журналисты, которые хотят поделиться какой-то информацией, в том числе о той, которую упомянули вы, Екатерина Федоровна, о том, как практикуется цензура на канале, то они могут обратиться к независимым журналистам, не обязательно к Нокте, и другие журналисты из Кишинева, потому что это очень интересно. Как сегодня... Один момент я хочу подчеркнуть. Да. Я понимаю, под каким... То есть я могу понять многих журналистов, работающих на общественном телевидении и радио, что каждому хочется сохранить свою работу, и когда власть взяла в привычку давить на журналистов и указывать, что им надо делать, кого приглашать, кого нет, люди, думая о том, что они могут остаться без работы, возможно, они очень уязвимы. Но... Не знаю, тогда надо заниматься не журналистикой. Потому что журналистика требует определенной честности, повторюсь, и смелости для того, чтобы показать свои зубы власти и сказать: извините, халклам беля бериолдан гидерис. Это наш слоган, и мы идем с народом по одной дороге. Мы должны у вас спросить, а сколько стоит вот это, а сколько стоит то, а куда вы эти деньги потратили. Я смотрю на бюджет компании, меня очень расстраивает. 10 миллионов лей заложили на 2024 год. Но, насколько я понимаю, там больше не запрашивают.
Ну, я видела документ, в котором написано, что общественная телерадиокомпания просит бюджет, утвердить им бюджет в объеме почти 17 миллионов леев. Ого. Я не знаю, будет ли утвержден такой документ. И если это окончательный документ, может быть, он просто для работы, но такая инсайдерская информация. Даже если это так, 10 миллионов леев, использованных в 2023 году, у меня вызывают большой вопрос, почему телевидение, которое получает такую большую сумму денег, не работает так, как оно должно работать по миссии общественного телерадиовещания. Очень много нареканий было со стороны депутатов в адрес некоторых журналистов за то, как они ведут эти передачи. И я думаю, что здесь есть над чем работать наблюдательному совету, ну и Народному собранию Гагаузии, потому что Народное собрание Гагаузии утвердило этот наблюдательный совет. Если раньше заседания наблюдательных советов были открытыми, прозрачными, то сейчас, во всяком случае, последнее заседание наблюдательного совета я не видела. Вы его видели? В открытом доступе видео я не видела. Ну, может быть, я не посмотрела, обязательно поищу, посмотрю, мне интересно, что было обсуждено и принято на последнем заседании. Ну, там вообще происходит какое-то понебратство. Двое членов наблюдательного совета родственники депутатов. Как бы это тоже такой вопрос, почему так произошло и зачем, какова цель. Но у нас буквально осталось 2-3 минутки. Координационный совет, вернее, нет, совет по телевидению и радио. Сейчас он не координационный, да, совет по телевидению и радио Молдовы инициировал проверку общественной телерадиокомпании. Кстати, не первая проверка в этом году. То есть компанию уже штрафовали, по-моему, да, в 2023 году за нарушение Деонтологического кодекса и законодательства. Но сейчас Совет по телевидению и радио инициировал проверку концепции канала, насколько концепция соответствует тому, что есть и выдает канал в эфире. Есть вероятность того, что он опять оштрафуется, и как бы тут, по-моему, даже дело попахивает лишением лицензии. Вот как вы на это смотрите? Знаете, я всегда защищала Гагаузское радио и телевидение. В этой студии вы тоже были свидетелем. Да. Я всегда, это было в передаче, либо за рамками передачи, но я всегда защищала компанию, потому что и сегодня я защищала бы компанию, если Координационный совет будет принимать какие-то такие решения. Но если эти решения будут основаны на каких-то законных вещах, какие у нас с вами аргументы у гагаузского общества сказать, что это не так? Если я вижу реально, я вижу, что общественное радио и телевидение стало рупором власти. Но подождите, не для этого создано общественное телевидение и радио. Абсолютно. Но если сегодня ЦУ, что делать, какие передачи, кого приглашать в гости, раздается из коридоров исполнительного комитета. И если бывший председатель наблюдательного совета сегодня является главным ответственным за то, какие люди там будут работать, какие темы будут озвучивать, ну что это такое? Ну что это такое? Давайте использовать народные деньги для того, чтобы помочь этому народу понять, что происходит в этой автономии, а не показывать красивую картинку. Но вы 8 лет показывали красивую картинку, что делает бывшая власть. Но, как видно, тут молочные реки не текут по Гагаузии. Ну, а гагаузский язык продвигать можно и через другие частные каналы, выдавая им какие-то гранты на контент на гагаузском языке. Для этого не обязательно содержать целый канал, который сегодня оказался... Но мне кажется, что это непозволительная роскошь, когда жители автономии, депутаты Народного собрания Гагаузии, наблюдательный совет, в первую очередь, как ответственный орган, позволяют власти использовать этот бюджет для удовлетворения своих политических целей, потому что у власти есть политическая цель. Абсолютно. А у общественного телевидения и радио совершенно другая цель. И миссия общественного телерадиовещателя — служить интересам людей. И не надо говорить, что люди же выбрали власть, как мы же не можем не подчиниться власти. Нет, как раз вы должны работать так, чтобы удалиться от власти, отдалиться от власти, не удалиться, простите, отдалиться от власти и на расстоянии посмотреть на то и предъявлять власти претензии из уст народа озвученные, услышанные. Ну, надеемся, рано или поздно ГРТ дойдет до этого, хотя за эти годы ГРТ, по-моему, не показала, ну, как минимум после того, как вы оттуда ушли, не показала
как бы своего... Ну, я с вами не соглашусь. Все-таки есть, допустим, журналист, которого я очень уважаю. Я не буду сейчас, конечно, называть имени, да, но я вижу, как и этому журналисту не дают возможности там работать. Потихонечку удаляют, отдаляют от эфиров, которые мог вести этот журналист. Я понимаю, что там сложно работать, я понимаю, что один не воин, я понимаю, что проявлять смелость там, где 20-30 человек считают, что слушай, молчи, а то тебе хуже будет. Я понимаю, что это очень сложно. Но мне так хочется, чтобы хотя бы журналисты, понимая то, какую силу дает им вообще закон об общественном телевидении и радио, и сколько силы и свободы заложено в самой сверхзадачи, миссии общественного телевидения и радио, они поверили бы в себя и стали бы возмущаться и говорить: подождите, я сама буду определять, как эта передача будет. И если мне утвердили концепцию, значит, я сама приглашаю гостей, давайте я сама буду задавать вопросы. Но где это видно? Я не помню, чтобы в бытность, когда я руководила этой компанией, чтобы кто-то из журналистов, если это такое было, пусть озвучат коллеги, чтобы я лично или там кто-то из исполкома кому-то дал бы вопросы. А сегодня это уже не секрет, что журналисты садятся в эфир с вопросами, написанными в исполкоме. Как это так? Екатерина Федоровна, мы перешли до тот лимит, но буквально еще минутка, если можно, выводы ваши, да, то есть, потому что очень много было сказано, чтобы резюмировать, с вашей точки зрения, что нужно делать и как быть дальше с этим телевидением? Народному собранию Гагаузии срочно нужно потребовать от наблюдательного совета дать оценку тому, что творится, что делается на ГРТ, потребовать отчета наблюдательного совета, как это и должно быть согласно закону, придать огласке народной все, что происходит, и поставить заслон тому, чтобы общественное телевидение и радио было использовано властями и подрывало авторитет и статус общественного телевидения и радио как единицы, как органа, которая должна служить интересам жителей автономии. Я призвала бы здесь жителей Гагаузии внимательно следить за тем, сколько хвальбы можно услышать на экране общественного телевидения. И напомню, общественное телевидение — это орган, который помогает власти услышать мнение людей о том, что не доделала еще власть, и помогает власти определять приоритеты, а не обслуживает интересы власти. Буквально уточнение, когда вы имеете в виду народное собрание, вы, наверное, имеете в виду отдельных людей народного собрания? Я имею в виду, что законодательный орган обязан заслушать отчет наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан реагировать на эти вещи. Я, кстати, не видела никакой реакции наблюдательного совета на то, что общественность была возмущена тем, что передачи закупаются где-то там, вот в Кишиневе. У нас что, нет своих журналистов, которые делают передачи на русском языке, повторюсь? На эти вопросы нужно давать ответы. Не нужно позволять тратить бюджетные деньги налогоплательщиков, вот так, как это делается сегодня. Я бы не голосовала, я всегда призывала депутатов голосовать за большие бюджеты для общественного телевидения и радио, потому что прекрасно понимаю, что телевидение и радио — это дорогостоящая вещь, и поскольку я говорю, что это должно было быть достоянием гагаузского народа, оно должно технически быть хорошо оснащено. Журналисты должны иметь хорошие зарплаты, должны быть хорошие условия созданы для журналистов. Но тот продукт, который мы видим в эфире, и если у нас нет журналистов, которые способны делать передачи на общественно-политические темы, а, как видно, поэтому закупают в Кишиневе у других журналистов, значит, у нас нет потенциала. Надо задуматься. Ну и справедливости ради надо отметить, опять же, я отвечаю со своей стороны, свои наблюдения, то, что из бывших руководителей только вы высказали свое мнение по поводу того, что происходит на ГРТ, и журналисты, ни бывшие, ни нынешние, тоже своего мнения по этому поводу не высказали. Это тоже, с моей точки зрения, показатель. Ну, мне кажется, что... Нет, это дело каждого. Я, в общем-то... Я отвечаю за свои слова. Если есть претензии, то они могут быть высказаны мне лично. Я их жду. Нет, я сейчас не к тому, что есть претензии. С моей точки зрения, это показательно, да, то есть как бы о состоянии... Михаил, давайте начнем с того, что если журналисты не будут смелыми людьми и не будут брать на себя смелость говорить о том, что вот здесь нарушается закон, нарушаются мои права как журналиста, вы не можете мне указывать, кого приглашать в ту или иную передачу. Когда я осудила, сделала пост и посвятила его тому, что
что журналист повела себя крайне некорректно по отношению к одному из радиослушателей в передаче, в ответ мы услышали только оправдание такого поведения, такого поступка журналиста. Но возникает вопрос, а руководство телевидения и радио сегодня точно понимает, чем должно заниматься общественное радио и телевидение? У меня ответа на этот вопрос нет. Екатерина Федоровна, я благодарю вас, что нашли время, пришли к нам в эфир, прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации на газовом рынке. Опять появляются платежки в социальных сетях и жалобы на то, что очень дорого, и якобы компенсация не помогает справиться с газом и требует все снижения цены на газ. И новости о том, что якобы на биржах газ дешевеет, когда подешевеет у нас. В общем, все это, безусловно, рождает массу недовольства и создает определенную панику и дискомфорт. Что на самом деле происходит и чего ждать до конца отопительного сезона, я предлагаю поговорить с нашим гостем, который у нас на связи по скайпу, Сергей Тафилат. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас видеть, Сергей. Сергей, напомню, эксперт в энергосекторе и эксперт сообщества Watchdog. Сергей, вот разгоняется тема про газ на бирже за 300 лей. Мы неоднократно, в принципе, говорили... 300 лей? Ой, 300 евро, извините, да, это 300 евро, простите. Я тоже удивился. Да. Мы неоднократно, в принципе, говорили и с вами, и с вашими коллегами, экспертами по газовому рынку, о том, что, в принципе, газ не может меняться в зависимости от колебаний цены на бирже, потому что газ закупается в больших объемах, скажем так, делаются запасы для того, чтобы зимой иметь стабильные поставки газа населению. Как расценивают эти сообщения? Действительно ли газ снижается и может ли колебаться цена для конечных потребителей в зависимости от колебаний цены на бирже? Ну, цена на бирже меняется каждую минуту, каждый час, поэтому если исходить из той логики, которую нам пытаются пропихнуть или вбить в голову, то мы должны тарифы менять каждую минуту. Ну, это полный бред, никто так не работает. И сегодня, допустим, цена газа на европейской бирже, на TTF, на голландской бирже была где-то $310 за 1000 кубометров. Опять же, никто не говорит не знаю, кто там советует пересматривать сейчас тарифы, вот что творится на бирже. Никто из таких товарищей не говорит, что подождите, а чтобы этот газ довести до Республики Молдова, надо потратить еще, примерно $100, потому что зимой трубопроводы более загружены и цена доставки вдвое выше, чем летом. Соответственно, даже если смотреть сегодняшнюю цену, то сегодня привезти этот газ до Молдовы будет стоить не $310, а $410. А 2 месяца назад, допустим, эта цена на бирже была в 2 раза выше. $750-800. Кто-то из этих товарищей, которые сейчас поднимают гул, они почему тогда не вышли и не сказали, а давайте-ка повысим тариф, потому что на бирже цена больше? Да. То есть, если люди не разбираются, можно спросить, можно прочитать, можно поинтересоваться, можно послушать специалистов. Ну, я так понимаю, что, скажем так, та цена сегодня, и тариф, который сегодня для конечных потребителей имеется, сейчас без учета компенсации, да, он формируется из той закупочной цены на газ и транспортировку этого газа, и хранение этого газа, и цены, которые заплатили, по-моему, еще летом и осенью, до начала отопительного сезона. Я правильно понимаю? Значит, тариф – это плановая расчетная величина. Берется прогноз потребления газа и средняя цена газа на весь год. То есть 1 января, 31 декабря. Когда у нас наибольшее потребление газа? Именно в отопительный сезон. В отопительном сезоне. То есть это 4-й квартал и 1-й квартал, соответственно. Это где-то 80% всего потребления. Потому что во 2-3 квартале мы потребляем примерно 18-20% от ежегодного потребления. Поэтому в прогнозной цене, в тарифе,
Самую большую роль имеет цена вот в первом и в четвертом квартале. Поскольку обычно в этом периоде потребление газа большое, спрос большой, цена обычно на бирже растет. И все нормальные вменяемые страны делают резерв, пополняют газохранилища именно летом, когда спрос маленький и цена маленькая. Но учитывая, что иногда бывают теплые дни, и потребление зимой может снизиться, ниже прогнозируемых, да, цена на бирже может пойти вниз на краткосрочный период. Но мы же летом не можем предсказать, что будет зима теплая. Поэтому все нормальные и грамотные специалисты и страны делают запасы газа на зиму летом. Закупки идут летом. Ну, все знают, готовь сани зимой, а телегу летом. Или наоборот, сани летом, а телегу зимой, да. Да, так получается, что тариф сформирован исходя из той цены, которая была сформирована летом, да, когда закупали газ, Энергоком закупал газ. Значит, тариф у нас был утвержден крайний раз в июне 2023 года, то есть где-то полгода назад. И самая большая составляющая – это стоимость покупки газа. Вот расчетная цена газа, которая включена в тариф, это $750 за 1000 кубометров. Значит, фактическая цена за 2023 год была, если я не ошибаюсь, $765, чуть-чуть выше. То есть одно, то, что планируется в расчете тарифа, и другое это фактические расходы, потому что мы обычно НРЭ в начале года, январь-февраль, утверждает тариф на весь год. Да, делает план и наблюдает, какие фактические расходы у предприятия, у Молдовагаза. Если фактические расходы и тариф разнятся более чем на 3%, то в течение года тариф пересматривают. То есть такой принцип утверждения тарифа. Поэтому в начале года, я думаю, что будет пересмотрен тариф. Молдовагаз уже заявила, что они подали заявку на пересмотр тарифа. Ну, здесь можно отметить, наверное, две составляющие, даже три составляющие. У нас нет детальных расчетов, но можно обратить внимание на что. Цена, по которой Молдовагаз будет получать газ от Энергокома. У нас Энергоком закупил запасы газа на весь отопительный сезон и дает этот газ Молдовагазу. Цена 550 евро. Ну, в пересчете на доллар это где-то $600. Понятно. То есть Молдовагаз получает газ по $600, перепродает его по тарифу, рассчитанный $750. То есть есть вот этот запас, это где-то $150 на 1000 кубометров, ну где-то 2 лея с чем-то. Здесь идет уже экономия с начала января. То есть, у Молдовагаз есть небольшой запас, чтобы попросить снижения тарифов. В то же время увеличился фонд заработной платы. А он-то как рассчитывается? Есть минимальный оклад по экономике, который утверждается правительством. Он был 3500, сейчас он 5000 лей. И он умножается на коэффициенты, там, исходя из должности, исходя из опыта. То есть вы имеете в виду, что... Вторая, 10-я категория. Я просто доскажу, чтобы было ясно. Да. То есть одним решением правительства утверждается минимальный оклад, вторым решением правительства были приняты коэффициенты умножения. Там, категория, должность, опыт работы и так далее. И ты умножаешь просто на РЭ, когда утверждает фонд заработной платы, умножает минимальный оклад на коэффициенты. Все. Поднялся минимальный оклад, автоматически идет перерасчет фонда зарплаты. То есть вы имеете в виду, что... рост. Да. Расходов, да? Рост расходов. Да, рост расходов. Кроме этого, у нас есть элемент безопасности. Альтернативный газопровод. Да, Яссы-Унгена-Кишинев. Да. Это касается безопасности. По его содержанию тоже есть расходы, их тоже надо включить в тариф на транспортировку. То есть здесь тоже будет небольшой рост. И уже по расчетам НРЭ, Молдовагаз должны посмотреть, здесь у нас идет снижение расходов, потому что упала цена газа, а здесь повышение. Да, и сказать, насколько можно снизить тариф. Кроме этого, уже ближе к весне, не знаю, там март, апрель,
может быть даже летом. У нас закончится оплата финансовых отклонений, то, что мы накопили в 2021-2022 году, и тогда еще будет дополнительный стимул по снижению тарифа. Ну хорошо, то есть насколько, ну скажем, прогнозы или заявления могут сбыться того же Вадима Чебана и Виктора Парлика, которые заявили о том, что тариф на газ для конечных потребителей в ближайшее время может снизиться? Я думаю, что они вполне обоснованы. Мы об этом говорили еще осенью. И я подчеркивал, что в 2023 году до Нового года возможности снижения тарифа нет, но после Нового года уже такая возможность появляется, потому что методология расчета тарифа имеет в виду, что прогноз тарифа делается с 1 января до 31 декабря, то есть на год. Ты не можешь в ноябре утвердить тарифы на следующий год, это неправильно. То есть, подождите, уточняющий вопрос, вполне возможно, я упустил. То есть у нас сейчас утверждается тариф на будущий год, его снижение возможно... Не на будущий, на текущий. На текущий, да. В смысле, год начался фактически, да. То есть его снижение может быть обусловлено тем прогнозами стоимости газа на рынке, на бирже или как? Нет, нет. Мы же не покупаем газ на бирже каждый день. Ну да. И никто не делает прогноз газа на бирже на год вперед. Нет. Поэтому на отопительный сезон газ покупается летом, да, и тариф будет зависеть в большой степени от того, по каким ценам Энергоком сможет этим летом купить газ. Сейчас у Энергокома есть резерв до конца отопительного сезона, он его продает по цене $600. Вот пока что мы рассчитываем тариф, исходя из вот этой вот цены. Я думаю, что летом цены на газ будут дешевле, и будет еще раз возможность пересмотреть тариф. Да, но получается, что эта возможность пересмотреть тариф появится только летом, а не в феврале. Я правильно понимаю? Сейчас мы пересматриваем за счет того, что есть экономия по цене газа. Опять же, тариф рассчитан, исходя из цены газа $750. Фактически Молдова газ его получает по 600. Начался Новый год, поэтому вот есть такое снижение. Да. То есть сейчас мы можем пересмотреть тариф, и уже летом или осенью можем пересмотреть его еще один раз. То есть я ожидаю, что в этом году будут 2 снижения тарифа. Окей, российский газ. Да. Как долго он будет поступать в Приднестровье? То есть, как бы сюда он на правый берег не поступает, он поступает в Приднестровье. Как долго эта ситуация может продлиться? Пока его не отключат. Пока не отключат. Если вкратце. Здесь есть несколько вариантов. Я думаю, что основной вариант – это прекращение договора на транзит газа через Украину. Это будет конец декабря текущего года. То есть практически осталось почти 11 месяцев. Да. Какие-то прогнозы или информация на этот счет? Возможно прекращение? Он истекает, дальше что будет? Вряд ли Россия с Украиной подпишут новый контракт? Или возможны нюансы? Из информации, которой я владею на сегодняшний день, будем исходить из этого. Украинская сторона неоднократно заявила, что она не собирается продлевать договор с «Газпромом». Более того, согласно украинскому законодательству, запрещается заключение каких-либо договоров с российскими госкомпаниями. То есть «Газпром» просто не будет допущен на такого рода тендеры по бронированию мощностей в украинской газотранспортной системе. Поэтому передача газа, если «Газпром» хочет продавать газ европейским странам, передача газа будет на границе Российская Федерация, Украина. Соответственно, венгерский или сербский поставщик газа может сам участвовать в украинских тендерах по бронированию мощностей и получать газ на границе России и Украины, доставлять его потребителям европейским. И за транспортировку через Украину платить сам, да? То есть получается Да. В данном случае у Украины появляется дополнительный рычаг воздействия на ту же Венгрию и Словакию, которые получают российский газ. Я правильно понимаю?
Нет, потому что, согласно европейскому законодательству, ни один оператор газотранспортной системы не имеет права блокировать, запрещать доступ к газотранспортной системе для других участников европейского рынка. То есть мы в первую очередь говорим о том, что Украина на протяжении, не знаю, там 20 лет старается доказать Европейскому Союзу, что они являются надежным транзитером газа. Поэтому запрещать никто ничего никому не будет. Другое дело, когда речь идет о российских компаниях подконтрольных государств. Ну тут уже вопрос не только в запрете, тут вопрос еще и тарифа для этих стран и компаний. Правила расчета тарифа, они везде одинаковы во всем Евросоюзе, поэтому да, здесь не будет проблем. Хорошо, другой вопрос. Может ли по такой же схеме поставляться газ и дальше на левый берег? Допустим, как тот же Молдова газ бронирует, скажем так, транспортные мощности у Украины для вот этих самых 5 миллионов и продолжать их перекачивать и дальше? Или как в данном случае может работать ситуация? Ну, по пока еще не подтвержденной информации, там были какие-то документы, появились недавно в прессе, Молдова газ пыталась участвовать в тендерах по бронированию мощностей в Украине, но им запретили участие, поскольку они являются дочерней компанией «Газпрома». То есть да, у Молдова газа тоже могут возникнуть проблемы с этим, их не допустят на такого рода тендеры, потому что это противоречит украинскому законодательству. У Тирасполь Трансгаза лицензии нет, это непризнанная компания, поэтому да, возникает серьезный большой вопрос, а каким образом дальше поставлять этот бесплатный, в кавычках, газ на левобережье. Поэтому я и говорю, что если договор транзита не будет продлен, то возникает, я, наверное, скажу так, возникает возможность по мирному урегулированию Приднестровского конфликта и возврата левобережья в конституционное поле Республики Молдова. У них просто другого выхода не будет. Не останутся же люди без газа и без электроэнергии в разгаре зимы. Ну, они, безусловно, не останутся, даже если перестанет поступать российский газ на левобережье, как бы ничего страшного не произойдет. Единственное, что произойдет, как бы жителям на левом берегу придется платить за газ. То есть, как бы, и тут вопрос, как дисциплинировать жителей левобережья в вопросах оплаты газа, понимаете? Да, но для них, если они, скажем, завтра перейдут на полную оплату рыночной стоимости газа, то у них ожидается рост тарифов в 10, 15, а то и 20 раз. Это тарифы на газ вырастут, и тарифы на электроэнергию, ну, не знаю, наверное, в 3-4 раза дороже. Ну, мы себе представляем, что и зарплаты не вырастут в таком же объеме, поэтому для потребителей будет очень проблематично как-то оплачивать эти счета. То есть сразу за несколько месяцев ты никак не можешь увеличить настолько эти тарифы. У нас, когда растут тарифы там, на 20-30%, и то это больно. А если в 20 раз? Поэтому нам нужно как-то подумать и подготовиться, и найти решение для этого вопроса. Другого пути просто нет. Ну, плюс, получается, и тариф на электроэнергию и на правом берегу тоже повысится, потому что для того же... Несущественно. Несущественно. Ну, сейчас цены на... У нас, как альтернатива, есть возможность покупать электроэнергию на румынской бирже. Да. А там цена, ну, 90-120 евро за мегаватт. Мы платим где-то 60 евро за мегаватт. Если исходить из нынешних тарифов, ну, тариф может вырасти, не знаю, там 10-20%. Это не смертельно. Это не смертельно. Окей. Ну, в прошлом году мы покупали тариф электроэнергию совершенно по другому тарифу. Он там чуть ли не под 180, под 190 долларов за... Если, наверное, в 22-м году вы имеете в виду? В 22-м, да, совершенно извините, да. 22-й год был атипичным годом, потому что был кризис, во-первых, на газовом рынке, да, учитывая, что газ это один из основных источников выработки электроэнергии, соответственно, и электричество подорожало. И это в первую очередь, напомним нашим телезрителям,
связано с тем, что по указанию Путина «Газпром» в 6 раз сократил поставки газа на европейский рынок. То есть поставляли 180 миллиардов кубов в 2019-2020 году. За 2023 год поставили меньше 30 миллиардов. То есть, создав дефицит, да, они спровоцировали огромный кризис в 2022 году, цены очень сильно выросли и на газ, и на электричество. Но это также поспособствовало тому, что те страны, у которых есть запасы газа, очень сильно захотели продавать больше газа по таким высоким ценам. И просто этот недостающий объем был заменен сжиженным природным газом от близлежащих стран. Ну, топ-3 экспортера в мире по СПГ — это США, Катар, Австралия. Норвегия нарастила, африканские страны нарастили поставки газа на европейский рынок. Поэтому, да, проблема уже, можно считать, что решена. И последний вопрос, Свинтефлат. Эпопея с газом Шора закончилась, с вашей точки зрения? Судя по всему, да, но это больше была попытка сделать политический пиар. Здесь уже мы идем в зону спекуляций, но учитывая, что Шор изначально договаривался с Москвой, то есть понятно, что скорее всего это был российский газ. Учитывая, что у «Газпрома» идет очень сильное снижение, они потеряли европейский рынок, у них 2 года подряд падает добыча. То есть в 2022 году упала на 20%, в 2023 году на 25%. Им просто некуда девать этот газ. На китайский рынок они не могут поставлять такие объемы даже через 10, даже через 15 лет. Поэтому, наверное, любые поставки газа, хоть какие-то маленькие, для «Газпрома» интересны. Но связались, наверное, не с тем человеком. Более того, любые компании, которые будут делать совместный бизнес с товарищем Шором, рискуют попасть под санкции, а также их партнеры, либо банки, которые обслуживают такого рода компании. Поэтому я не вижу перспектив, чтобы Шор мог поставлять газ ни в Молдову, ни в любую другую страну, покуда он находится под санкциями. Господин Тефлат, я благодарю, что нашли время и пришли нам прокомментировать ситуацию. С удовольствием. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Дружище. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся завтра в это же время. До свидания.